Реку Синяя и Поющие скалы можно назвать одним из самых популярных летних туристических маршрутов. И глядя на эти величественные скалы, возвышающиеся словно гигантская стена, понимаешь, почему они являются таким центром притяжения. Мы собрали лагерь и выдвинулись к селу Синск. До села Синск можно добраться и на автомобиле. Тут к нам присоединились Александр и Валерий, а Сергей и Константин с результатами тестирования лодки Sherpa Extreme поехали в обратный путь в город Новосибирск. Нам же предстояло снова заменить водометные насадки на винты, заправиться топливом и выдвинуться далее. Так, парковка. Погнали. Так. Что, резко падает? Ну, просто дерни, да и все, сейчас выйдет. Оп. Все. А что раньше я... Почему? Просто Жеки рядом не было. С Байкал-трансом вы просто не сталкивался. Вот. Все? Ну, дома. Да? Затягивай. Начался дождь. А мы сухие, да? Да. Непривычные ощущения. Так, у нас идет дождь средней интенсивности. В целом видимость нормальная. Обогреватель дует на лобовое стекло. Оно не потеет. Чуть-чуть по швам капает. Вот. Ну, вроде нормально. Капает на болотники. Как вы уже знаете, всю поездку нас согревал автономный отопитель E-Corner от центра техники Maximum. Мы в свою очередь его тестировали, но именно в снег он раскрылся по-новому. Если раньше воздуховод был направлен просто в ноги, то теперь, обдувая лобовую PET-пленку, он не только обогревал салон, но и практически растапливал снег, не давая ему задерживаться. Ну а водоотталкивающая пропитка делала свое дело, и видимость практически не страдала.
Друзья, мы сейчас в Саниктахе, как видите, погода очень резко поменялась. Здесь у нас по плану был заправка топливом на весь путь, потому что здесь дальше в Мархе уже заправиться нельзя будет. Вот, и нам немного повезло. Владелец баржи позволил нам погреться немного около печки. И сейчас мы едем на заправку. Добрый вечер. Вы выбрали бензин Спасибо, что выбрали Мазани. Немного переждав непогоду, мы выдвинулись далее. Путь до Мархи украсил сильный ветер и волна. Ночь была ветреной, но благодаря автономке в палатке была комфортная температура. На следующий день нам предстояло снова поменять редукторы на водометы и подняться вверх по реке Марха. Поднявшись на несколько километров вверх, произошла серьезная поломка. Если вы помните, рулевой редуктор я взял с рук. Конечно, по-хорошему его надо было разобрать и сделать техобслуживание, но в силу ограниченного времени я этого не сделал. В итоге руль заклинило и лодка стала неуправляемой. Взяв инструменты, мы начали его снимать. Без специального съемника сделать это проблематично. Но в ход пошли молоток и топор, и после нескольких попыток удалось заглянуть внутрь рулевого редуктора. Он состоит из нескольких шестерен, и на одной из них раскрутился болт, вследствие чего он начал тереть заднюю стенку редуктора и снимать стружку. Стружка, в свою очередь, забила пазы рулевого троса и заблокировала управление лодкой. Почистив все от стружки, мы собрали все обратно и продолжили подъем по реке Марха.
Так, друзья, если у вас растаяли пельмени, если нет морозилки, то можно их довести до лагеря, а потом вот так вот пожарить вот такие вот шикарные лепешки. Очень вкусно, испытано на себе. Так. Делается вот так. Все у нас чисто, чинно, благородно. Испытано на себе. Наступил день посещения древних писанец Суруктах-Хая. Нам предстояло дойти до 150-го километра вверх по течению реки Марха. Общее представление об этом древнем памятнике у меня было, но одно дело изучить поверхностную информацию и несколько фотографий, и совсем другое увидеть все своими глазами. Ну что, друзья, мы это сделали. Это был достаточно нелегкий путь. В целом, если считать из города Якутска, то мы выехали 22 сентября, сегодня уже 30, то есть больше недели мы двигались в этом направлении. И вот сегодня находимся здесь у подножия Суруктах-Хая. Дело в том, что это единственный в Якутии пример наскальной живописи с максимальным количеством рисунков. Здесь, на этой скале, около 117 рисунков. Ну и надо отметить, что целенаправленные исследования были начаты еще в 1939 году. Ну а также последнее исследование было в 2011 году уже учеными из города Якутска. Здесь мы можем видеть большое количество рисунков. Сделаны они охрой, и в целом научные исследования, вот информации, когда я искал, нашел такую запись, что в целом можно увидеть самые нижние рисунки, они на высоте около, больше 10 метров. И как они наносились, неизвестно. Но в нашей команде есть человек из Синска, Валерий Филиппов. И у него есть интересная теория, в которой я даже, скорее всего, согласился. Потому что, например, вот эта река, она похожа, на синюю. То есть, практически на той же стороне реки Лена. И каждый год, когда река вскрывается, лед, он забирает от себя со дна камни, и с камнями вместе уходит на устье. И в целом, если считать, что вот эти изображения были нанесены более 3500 лет назад, то в целом можно сказать, что вот эти как раз около 10 метров грунта река забрала. Но и есть теория, что вообще вот это здесь собирались племена, то есть это было такое что-то вроде места такого, может быть, празднования, жертвоприношения. Тут также есть жертвенник, и со всех
сторон, но это тоже теория, да, но она мне очень нравится. Приезжали и приносили в жертву богам, чтобы все было хорошо, и наносили вот такие вот наскальные рисунки охрой. Здесь можно разглядеть, ну вот можно видеть, да, и силуэты людей, животных. Есть также различные символы, но я, к сожалению, не ученый, поэтому я не знаю, что они означают. Я вот могу судить только по тому, что я вижу. И, например, не знаю, вот есть такие вот групповые как бы рисунки, несколько человек, допустим, в ряд. Также, если обратить внимание, есть такие нанесенные черточки, да, и их, если я не ошибаюсь, везде по 9 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да, по 9. Вот. И, к большому сожалению, внизу уже можно видеть наскальные рисунки уже тех людей, которые современных, которые смогли до туда дотянуться. Вот мы видим, допустим, 83-й год, там, Толя, что ли, инициалы, ПАВ, ГАИ, ГАИ ПАА, МВА. Ну, в общем, это уже современное искусство, если так это можно сказать. Но на самом деле нет. Друзья, никогда не рисуйте на скалах и вообще берегите природу. Вот. Ну, на фотографиях это совсем другое, да. Но когда мы даже из-за поворота на лодке зашли, это прям такое, действительно, скорее всего, не зря выбрали наши древние предки вот эту скалу, потому что она огромная, массивная, она такая величественная. И прямо, ну вот я поделился с ребятами, что выходишь, как будто мурашки, да, такие вот, что-то такое тебя переполняет. И здесь она очень эффектно смотрится и просто поражает воображение. И напомню, что это единственный в Якутии пример наскальной живописи, на котором находится максимальное количество рисунков. Вот исследователи, вы сказали, научное исследование началось в 1939 году. Это экспедиция одного человека, Андрея Андреевича Савина, который описал эту скалу и описал жертвенный камень, жертвенная скала, какие подарки несли обитатели во времени и в пространстве. Там можно найти памятники каменного века, потом бронзового века, потом железный век. Это между ними сотни и сотни тысяч лет. Поэтому я бы коротко сказал бы, это, еще раз повторюсь, это история, древняя история Якутии. И как жертвенное место. Вот писанец, надписи и жертвенное место. Это, подумайте, сколько лет люди туда ходили, приносили свои подарки, жертвовали своим ради благополучия. Поэтому это уникальная скала. Уникальная. Это дух, мысли, история предков народа Саха, Эвенов, Эвенков, Юкагиров, ну, коренных жителей нашей республики. Мы ездили июнь месяц 22 года, когда была большая вода, и с тех пор вот РГО, Российское географическое общество, рассмотрело на своем заседании и дало поручение, чтобы продолжить эту работу. По-моему, очень емкое название дал академик Окладников. Замечательная священная скала. Вот 3 слова он вобрал суть этой скалы. А Березкин в преданиях пишет: «Эркин курду халкахатас». Эркин – это стена. Стена, которая означает
как бы фундамент подсознательный и для размышления о сути жизни. Я вкратце могу сказать, это древняя история обитателей Верхней Елены. И совмещает в себе, первое, это как памятник природы, замечательный памятник природы. Сразу же видно издалека. И какое-то уважение появляется у любого человека. А со временем, кажется, вот уважение переросло в почитание. И был у нас замечательный доктор Герасим Счастливин. И он, на наш взгляд, вот два письма, 6 знаков, он на современный якутский язык. Эсиктул – это священное слово, тул – слово, язык. А эсик – это священное, он на современный перевел. И элик – слово современное – это или, рука. И рука означает у древних тюркских народов 5-50. Рука или он написал 5 или 5, 50 он написал. Я не могу конкретно, но таких мало. Таких насыщенных. И такие высокохудожественные. Вот. И каждый раз надо подумать, сравнить. Вот человек сразу же видно. И вот недалеко от Якутска, 240 километров, есть петровские надписи. Люди похожи. Вам спасибо за то, что вы такие намерения есть, хорошие передачи сделать про морковь, про писаницы, про эту замечательную священную скалу. А скала – это очень хорошее слово. Твердь. Твердь нашей жизни. Николай Семенович, можете рассказать, вот как житель Мархи, про Суруктах-Хая? Вот, вы всю жизнь здесь прожили? Нет, так-то я местный, родился здесь, но я работал-то в Якутске. Это после пенсии я сюда приехал. И живу это. Ездил, да, смотрел. У меня дед там прожил всю жизнь. Вот где скалы есть же большие, это там его дома были. Детство я тоже там как бы провел частично. Какие-то легенды слышали или что-то? Я такого не слышал, но он говорил что-то до войны или... Да, где-то, я точно не помню. Окладников приезжал. Да. Он все там расписал. У меня даже его книжка была. Потом студенты здесь приезжали, попросили. Отдал мне как бы для чего? Только вот это Суруктах-Хая. Раньше там был, когда первые это, как скажем, людей тогда мало ездило, лодок не было. Вот это находили там в расщелинах эти стрелы, еще какие-то там вот старинные. Но в основном стрелы, я помню. Они хранились в музее в Алекпинском. Сейчас не знаю, осталось, не осталось. Я последний раз лет 5 тому назад был в музее, но я их там не видел. Там совсем другое было. Вот такая. А так истории... Кто-то же был, который сопровождал. И дед, скорее всего, тоже сопровождал Окладникова туда. Да, это в 1939 году была большая экспедиция. Да, где-то вот так, Он сверху спускался, по-моему. Обследовал Среднюю Лену. У него там не только Суруктах-Хая, вот Мархачане там есть, и Синские там есть. Но у него там было описано, сколько, на каком километре, скажем, от деревни, и на какой высоте, от уреза воды или там, что находили, видимо. Вот такие. А так-то все, не знаю.
Так, ну каждый год по серии езжу весной туда. Испытано на себе. Ну что, а сегодня у нас уже 9-й день в пути, и можно уже сделать такой небольшой обзор. Я испытал на себе эту лодку, и не только. Ну, во-первых, ходовой тент — это, конечно, в такую погоду очень, я бы сказал, наверное, незаменимая вещь. Вот, особенно в паре с отопителем. Отопитель у нас находится на улице. Вот он. То есть его трясло во время больших волн, брызгало водой, и он постоянно все работает, в целом устраивает и очень экономичный в плане потребления топлива. Здесь у нас идет такая гофра и доходит до лобового стекла. Лобовое стекло здесь у нас в тенте открыто, сделан на молнии, но я решил поставить такую вот PET-пленку. Это толстая PET-пленка, по-моему, пара миллиметров толщиной. Так, ну и в целом, да, хотелось бы отметить, что этот отопитель E-Corner можно приобрести в салоне техники Максимум. Вот. Испытано уже скоро будет 10 дней. Ну, может быть, единственное неудобство — это заходить и выходить из лодки. Потому что выход у нас с этой стороны, а с той стороны проведена труба. Гофра для подачи теплого воздуха. Вот, но как видите, на улице сейчас не май месяц, все леденеет, и, кстати, вот этот лед у нас дает дополнительный груз, дополнительный вес. В целом, для такого периода, для дождей, для осени вполне себе хороший вариант. Облегчим лодку килограмм на 10, на 5. Выдра во льду. Были переживания, что без выхлопной трубы отопитель будет работать неверно, но в целом, как показала практика, труба здесь в принципе не нужна. Это только если требуется вывести газы из палатки. Вот таким образом работает. Забирает воздух с этой стороны и подает горячее сюда. Плюс заряжает сама себя и может заряжать еще ваш телефон. Все это здесь под крышкой. Тепло в нашей поездке обеспечил салон техники «Максимум». Тут вы можете найти все для своих увлечений. От рыболовных снастей и лодочных запчастей до кемпинговых товаров, одежды, снегоходов и катеров. Центр работает ежедневно по адресу город Якутск, улица 50 лет Советской Армии, 77. Обратный путь у нас прошел достаточно спокойно. Из самых интересных моментов была, наверное, ночевка в лодках. Для экономии времени на обратном пути мы не стали разбивать полноценный лагерь, а просто превратили внутреннее пространство лодок в трехместные палатки. Так. Че? Спокойной ночи. В лучших домах Лондона и Парижа. Да-да-да. Все, тепло. Так, на улице у нас прохлада. Вот, например.
Та команда уже уснула. И сейчас мы потихоньку загружаемся по очереди. Время 6 утра. У нас вкусный кофе, хлеб, сало. Там что-то ветчина или что-то такое. Шпроты. Кофе со сгущенкой. Все на... Правда замерзла? Ничего, выдавили. В принципе, поспали нормально, но есть нюансы, да? Какие нюансы? На улице минус 8, минус 12. Сейчас покажу. Нет, не удержишь. А что такая глубокая сразу? Спасибо. Покажи, там нельзя. Толщину льда показать. Вот такой. Показывает 11,5 вольт. Не дергай. Сейчас это, перед поездкой это, я вытащу этот квик-стартер, или как он? Машины, которые запускает. Так давай его сейчас, надо запустить. Отопитель во второй лодке также поддерживал ночью тепло, но под утро высадил аккумулятор. Запустить мотор не получилось, но у меня с собой было пусковое устройство для автомобиля. Учитывая, что принцип запуска одинаковый, мы, недолго думая, подключили пускач и запустили двигатель. С рассветом мы продолжили наш путь, и именно этими прекрасными видами осенней Лены хотелось бы завершить нашу историю про путешествие к Суруктах-Хая.